На повестку схода вынесено несколько вопросов, но сначала на встрече отмечают достижения села в социально-экономическом плане за первое полугодие. 2019 год для жителей сельского поселения Канташево богат на строительство и открытие различных объектов. Построено 6 торговых центров по продаже смешанных товаров инвесторам: Белеевский, Плажи-Сити, Арсаева, Ахвакова, Ефурова и Булакова. Завершены строительные работы завода по расфасовке пищевых продуктов. Завершаются строительные работы мечети на 2000 мест. Социальная инфраструктура села за последние годы развивается только в лучшую сторону. Но самым долгожданным подарком для сельчан стал этот Дом культуры, открытый всего 2 года назад. Теперь местным жителям есть где проводить сходы, ну а подрастающее поколение здесь раскрывает свой творческий потенциал. В Канташевской второй школе работаю 40 лет. И сейчас дети мои, лично мои дети из 4 класса ходят на кружок рисования, на вязание ходят, на мягкую игрушку у них кружок есть. И дети очень рады. Рядом с ДК уже построена школа на 720 мест и детский сад на 220 мест, официальное открытие которых состоится очень скоро. Говоря о социально-экономическом развитии сельского поселения, представитель администрации также отметила не только позитивные изменения, произошедшие за первый квартал этого года, но и о том, что еще предстоит сделать. Планируется на территории Канташева строительство Центра социального обслуживания пожилых людей и инвалидов по линии Министерства труда и социального развития. Еще одного отделения почтовой связи. Также по программе развития здравоохранения республики до 2025 года планируется строительство Назранской районной больницы на 60 коек мест, 100 посещений в день стационар, 3000 вызовов в год станций скорой медицинской помощи. Канташево всегда славилась своими плодородными землями. Здесь не одно десятилетие возделывали в ГУПах различные культуры. В селе функционирует 68 крестьянско-фермерских хозяйств, которые занимаются разведением крупнорогатого скота и выращиванием зерновых культур. Так, ГУП Сергуа Джаникидзе провел работу по подкормке земель под пшеницу площадью 400 гектаров и под посев кукурузы 1000 гектаров. В настоящее время в селе также ведется работа по весенней призывной кампании. Повестку получили 320 призывников. В ходе схода представитель местной администрации также озвучила проблемы, которые собираются решить в ближайшем будущем. Подключение части села к водозабору, замена ветхих водопроводных линий 11 километров, строительство здания администрации села, строительство уличного освещения по улице Джабагиева и Гредерная 8 километров, асфальтирование улицы Дугиева 500 метров, Мережкова 1 километр. И расширение участковой больницы на 100 коек мест. Еще одна не менее важная проблема, которую под силу решить самим жителям села, касается задолженности по коммунальным платежам. Так, сотрудник Назрановского отделения «Газпром» Зураб Ганишев отметил, что на сегодняшний день сбор платежей по газу составляет около 30%. Но по сравнению с прошлым годом динамика по оплате голубого топлива выросла на 9,7%. Население стало охотнее платить, но кто-то из злоумышленников так и норовит нарушить закон. Проблемы с незаконными врезками газа. Эту работу мы ведем, я могу подтвердить, что совместно с участковыми службами нам активно помогает и глава администрации. Выявляем незаконников и стараемся их узаконивать. Но в первую очередь, если мы выявили абонента, уже в дальнейшем идет штраф. Если абонент сам подходит, пишет заявление для заключения договора на поставку газа, тогда уже без штрафа дается. На сходе также обсудили борьбу с алкоголизмом и аптечной наркоманией в селе. О достигнутых успехах и проделанной работе доложил местный участковый. Наш расчет реализации лирики и других психотропных веществ на территории Канташева регулярно ведется работа. Был выявлен факт буквально в прошлом году. В конце года выявлен магазин такой, совместно с наркоконтролем была проведена соответствующая работа. Данный магазин закрыт, люди были привлечены к ответственности. Подводя итоги схода, представители администрации совместно с общественниками села призвали местных жителей сообща решать проблемы, не дожидаясь вмешательства со стороны. Сельские поселения, по их словам, не такие большие, чтобы люди внутри этого населенного пункта не могли помочь друг другу. Дана Плеева, Магомед Шаухалов, Новости 24.